Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абивлаев. Сегодня в нашем выпуске. В России сегодня день траура. Итоги 12-й ежегодной пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина. Собрание с органами муниципальных образований депутата Госдумы. 5 крымско-татарских семей стали собственниками своих квартир. Три тонны овощей для Азовского медресе. В России сегодня день траура. В разных городах проходят траурные мероприятия. Люди собираются почтить память погибших в авиакатастрофе коллег, друзей, знакомых, чья жизнь так внезапно оборвалась в небе над Черным морем. В храмах звучат заупокойные молитвы, проходят панихиды по погибшим в катастрофе Ту-154. Российские телеканалы сняли с эфира развлекательные программы и рекламу. 84 пассажира, 8 членов экипажа. Для всех этот полет оказался последним. Среди них музыканты ансамбля Александрова, журналисты 3 федеральных каналов. В Симферополе в кафедральном соборе святого Александра Невского также состоялась панихида, где принял участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Равнодушным к трагедии не остались музыканты крымских профессиональных хоровых коллективов, жители и гости республики. По окончании панихиды глава республики возложил цветы к мемориалу на площади Ленина. Царство небесное, вечная память и родным, близким соболезнования, слова, уважения, всего самого-самого, что можно сказать. Родных и близких никто не возместит, не компенсирует, но уважение, внимание, доброе слово могут помочь людям это горе перенести, поэтому с огромным уважением. Соболезнования семьям погибшим выразило и Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь. Президент России Владимир Путин провел 12-ю ежегодную пресс-конференцию. Как и в послании, которое глава государства огласил 1 декабря, он уделил много внимания экономике, приведя большое количество статистики и прогнозов. Впрочем, с куда большей заинтересованностью президент говорил о международных отношениях. В ходе пресс-конференции уделялось большое внимание вопросам полуострова. Владимир Путин рассказал о планах подачи российского газа в Крым в течение ближайших 2-3 дней. Президент заявил, что Черноморнефтегаз завершил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к российским магистральным газопроводам. Кроме того, он рассказал о планах начать строительство 2 электростанций в Крыму. Владимир Путин отметил, что это позволит увеличить общую генерацию энергии до 2000 мегаватт. В ближайшие 2-3 дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым. После этого начнется строительство 2 электростанций в Крыму, обе мощностью по 470 мегаватт. Это будет означать, что общая генерация составит около 2000 мегаватт, где-то 1950-1900. Если пиковое потребление 1100-1200, то, как мы видим, задел дополнительный для развития экономики Крыма составит примерно 800 мегаватт. Это очень серьезный задел для развития экономики, производства, сельского хозяйства, рекреационной сферы, туризма, то есть строительства новых гостиниц, отелей и так далее, развитие инфраструктуры. Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в самое ближайшее время. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости принятия мер, способствующих достижению всероссийского уровня зарплат в Крыму. При этом он выразил уверенность в том, что и это выровняется обязательно. Заработные платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем по Российской Федерации. По Российской Федерации у нас где-то 35 тысяч в среднем. В Крыму 24 с небольшим, 24 там, с половиной. В Севастополе чуть побольше, 25 с небольшим. Но я уверен, и это выровняется обязательно. Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы, во всяком случае, в федеральных органах власти, регионального, разлива, чтобы там уровень был заработной платы такой же, как и в среднем по стране. Я нисколько не сомневаюсь, что
пройдет небольшое количество времени, и это выровняется. Также президент отметил, что в Крыму необходимо решить вопросы, которые не решались десятилетиями, имея в виду прежде всего вопросы здравоохранения. Нужно больницу сделать хорошую, клинику в Симферополе. Нужно вот сейчас на ЮБК будет закончена где-то в районе Ялты небольшая современная очень клиника. Есть проблема с подготовкой персонала, потому что люди пока не работали еще никогда на таком оборудовании. Но и это решается. Будем вместе с вами ритмично работать. В этот раз, чтобы привлечь внимание президента страны, наша съемочная группа решила надеть национальный наряд крымских татар. Свой вопрос задать нам все-таки не удалось, однако вызвали большой интерес среди журналистов со всех уголков мира. После того, как мы с радостью пообщались со всеми федеральными каналами, мы также пообщались с другими журналистами. Специальный корреспондент телеканала БСТ Альбина Хайруллина приехала из республики Башкортостан с большой делегацией в 10 человек. Она отмечает, что Крым и крымские татары очень близки им по менталитету, а также побратимы с городом Белогорск, которому республика всячески оказывает большую поддержку и вкладывает деньги в развитие инфраструктуры Белогорского района. Журналист из Уфы отмечает, что помимо культурных связей можно найти множество других точек соприкосновения. У нас схожие языки, схожие культуры, менталитет. Мы практически мало чем отличаемся. И мы даже не делим внутри своей республики на татар и башкир. Конечно, нам интересны татары Крыма, и я думаю, помимо культурных связей, там обменов каких-то ансамблей и тому подобное, можно еще найти много точек соприкосновения в том же самом образовании или же в вопросах туризма, я думаю, даже можно развивать. Представитель татарстанского телеканала «Новый век» Дина Газалиева была рада встретить нашу съемочную группу на просторах большой конференции и с радостью пообщалась с нами, отмечая, что между двумя народами давние исторические и дружеские связи. Когда возвращались крымские татары на полуостров после уже депортации, после этих известных печальных событий, наши поволжские татары, я знаю, целыми семьями приезжали, помогали строиться, помогали как-то войти в эту колею. И поэтому мы, конечно, друг друга поддерживаем, любим. А сейчас, на текущий момент, Республика Татарстан опекает Бахчисарайский район. И у нас есть целая программа, по которой социально-экономического развития Бахчисарайского района ежегодная, по которой выделяются деньги, выделяются специалисты, проводятся обучающие семинары, помогаем вместе что-то делать, строить, в частности, ФАПы, это фельдшерско-акушерские пункты открываем, они производства Татарстана. И на будущий год точно такая же схема работы, плотнее, теснее и эффективнее. По итогам конференции можно сделать вывод, что тема Крыма является актуальной и прилагаются усилия, чтобы сделать Крым успешным субъектом Российской Федерации. Асан Абибулаев, Алишер Алимов, телеканал Милет, Москва. Сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек провел первое установочное собрание с органами муниципальных образований. В ходе заседания каждый представитель муниципалитета отчитался по принятию программы по реализации государственной национальной политики. На заседании побывала и наш корреспондент Султания Ситакаева. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек рассказал, что в каждом муниципалитете уже принята программа по реализации государственной национальной политики на 3 года и успешно реализуется. Для общей координации будут данные программы проведены к единому образцу после мониторинга и изучения. Общий контроль, помимо курирующих вице-премьеров, которые ответственны за блок межнациональных отношений, будут также и включены по поручению главы республики и подкомитет по реализации государственной национальной политики. Это даст возможность всем уровням власти быть более эффективными при реализации, не закрываться в рамках своих муниципальных образований и осуществлять более эффективный контроль над реализацией государственной национальной политики. Также в ходе заседания Руслан Бальбек заявил, что от имени главы республики был разработан законопроект о государственных наградах, среди которых и медаль имени Исмаила Гаспринского, которые будут награждать за укрепление межнационального и межконфессионального мира. Сейчас разрабатываются эскизы данной награды. Она будет присуждена за межнациональное и межконфессиональное согласие, за вклад в развитие традиционных конфессий, за развитие культурное и духовное народов Республики Крым. Пройдет Геральдический совет, будет носить и
традиционные символы, и республиканские, и государственные. То есть это награда, которые будут награждаться как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане. Заместитель председателя Государственного совета Ремзи Ильясов отметил, что уже на ближайшей сессии Государственного совета будет принят закон, касающийся земельных участков. Это говорит о том, что те люди, которые получили земельные участки до 21 марта, это не будет основанием для органов власти, чтобы снимали с квартирного учета. Вы знаете, какой это скандал, массовое обращение, причем не только крымские татары, но и другие люди другой национальности тоже этот закон ожидают. Также в плане мы подготовили, согласовали и будем выносить в феврале закон о функционировании государственных языков и других языков в Республике Крым. Он практически согласован. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов подчеркнул, что принятые программы по национальной политике выполняются в полном объеме. Также отметил, что идет активное взаимодействие ветвей власти. Третье чтение сейчас все-таки готовится по вопросам, связанным с принятием гражданства. Это как раз таки пример нашего взаимодействия, и то, что сегодня наше представительство в Госдуме как раз таки обеспечит рассмотрение этого документа, и главное, что мы все с вами получим результат. Следующий момент очень важный – это изменение в закон о реабилитации жертв политических репрессий в части получения справок. Сегодня соответствующая поправка тоже Русланом Исмаиловичем внесена. Мы вместе прорабатываем со стороны правительства сегодня вопрос прохождения согласований. Мы получили уже письмо от руководителя Государственной Думы на имя главы республики с просьбой согласовать данный проект изменения, что мы, конечно же, сделали. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Скендер Белялов предложил всем представителям муниципалитетов активно сотрудничать с представителями средств массовой информации. Ту работу, которую вы делаете, чтобы освещать местных газет, это очень актуальный вопрос. Но я хотел бы вам еще, чтобы вы замглавы администрации, занялись вопросом о страничке на крымско-татарском языке. Это не так сложно, вы это можете сделать. Вот если взять Бахчисарайский регион, там это сделано. И еще бы хотел бы то, чтобы вот газета «Мираба». Вы должны все свои, что есть позитивного, давать материалы в эту газету. И хотел бы, Заур Александрович, все-таки, чтобы в этой газете была еще одна страница, именно освещать то, что делается именно в Республике Крым по федеральной программе именно для депортированных граждан. Подводя итоги, Руслан Бальбек подчеркнул, что на сегодняшний день представителям муниципалитетов очень важно занимать активную жизненную позицию для того, чтобы граждане были проинформированы о выполнении поставленных задач. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В Бахчисарае в канун Нового года 5 крымско-татарских семей стали собственниками своих квартир и жилых домов на земле. Жители Бахчисарайского района на протяжении 20 лет ждали, пока их проблема с жильем решится. Подробности далее в сюжете. Жители, которые стали обладателями долгожданного жилья, это граждане из числа реабилитированных народов Крыма. На мероприятии присутствовали представители власти, главы сельских поселений и семьи, которые получили собственное жилье. Халисе Абдурахмановой 86 лет. О собственной квартире она мечтала очень долго. Пережила депортацию и прочие трудности. Сегодня, живя на родине, она со слезами счастья на глазах приняла долгожданный подарок. Ранее я уже приходила, просила, проливала слезы и надеялась быть услышанной. Хвала Всевышнему, сегодня я получила ключи от своей квартиры. Многодетная семья Эмирвели около 15 лет вынуждена была проживать на съемном жилье. Сегодня у них действительно счастливый день. Они получили дом в селе Железнодорожное Бахчисарайского района. Их детей также порадовали. Им подарили праздничные угощения. Очень благодарны администрации Бахчисарайского района. Большое спасибо. Просто не верится в это чудо перед Новым годом. Большой подарок для нас. Спасибо большое. Я очень благодарна за квартиру.
Большое спасибо, нам очень приятно. Алие Усеиновой вручили ключи от двухкомнатной квартиры в селе Скалистое Бахчисарайского района. Здесь она будет жить с сыном. Несмотря на то, что она родилась в Узбекистане, говорит, родиной своей считает Крым. Ее родители из Бахчисарайского района. Поэтому и Алие Ханам приехала жить именно сюда. Хвала Всевышнему, мы получили квартиру и проживаем здесь долгие годы. Всем, кто содействовал в этом, выражаю благодарность. А те, у кого нет своего жилья, желаю, чтобы оно в скором времени появилось. Начальник отдела по межнациональным отношениям администрации Бахчисарайского района Эльдар Меметов отметил, что власти сделают все возможное для того, чтобы создать все необходимые условия для жизни своих соотечественников. В связи с тем, что в сельской местности не ведется строительство жилого фонда, мы те средства, которые были выделены Бахчисарайскому району, решили распределить по Бахчисарайскому району. Потому что люди уже более 20 лет состоят в квартирной очереди, и никакого перемещения по квартирной очереди нету. Хочется сказать, что все те граждане, которые получили сегодня ключи от своего жилья, все рады. Председатель Бахчисарайского районного совета Рифат Зердаров подвел итоги проделанной работы в рамки этой программы и рассказал о планах на будущее. Тяжело было на них взглянуть, чтобы, знаете, слеза не вышла, когда они начинали говорить «Еремил Беклеев, Башиёхада». Но это не первое, не последнее мероприятие. Сегодня в Бахчисарайском районе уже был 75-квартирный дом, где мы расселили наших соотечественников. У нас есть программа по госкомнатству 160-квартирный дом. Если все нормально будет, на следующий год по проектированию мы должны уже первые 2-3 подъезда сдать. Поэтому работа продолжается, и всех хочу успокоить, то, что никто не будет обижен, никого мимо не пройдем. По данным Госкомнатса, в этом году 60 семей из числа реабилитированных народов получили жилье в разных районах Крыма. Фадиме Сейтмамуд, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». Телерадиокомпания «Миллет» принята в состав Ассоциации развития отрасли связи и телерадиовещания Крыма. Ассоциация обещает приложить максимум усилий по содействию в осуществлении профессиональной деятельности телеканала и представлению и защите прав и законных интересов в органах государственной власти, судебных органах власти, в правоохранительных органах, в органах местного самоуправления. Кроме того, в общественных объединениях, в отношениях с юридическими и физическими лицами, содействие разрешения возникающих между членами ассоциации профессиональных конфликтов. Три тонны овощей получили сотрудники и учащиеся Азовского медресе высших исламских наук Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент региональной общественной организации Общества крымских татар Инкишаф Искендер Белялов и сакские предприниматели таким образом решили оказать помощь ребятам и преподавателям Халайского медресе. Подробнее смотрите в сюжете Сабрии Халиляевой. Каждый год сакские садоводы радуют своим урожаем родственников и близких. В этом году у аграриев особо удался урожай овощей. Морковь, капуста и свекла всем на загляденье. В холодную зиму недостает летних витаминов. Поэтому сакские аграрии решили пополнить рацион учащихся Азовского медресе. Поговорил со своим сыном, поговорил с Сидхалиловым Главером. Они отозвались, тоже согласились. И вот тем более, кому мы везем, Имрасан, он... Несколько лет у нас был имамом, и название именно организации нашей Инкишаф это дал Имрасан Оджа. Поэтому мы с удовольствием отозвались. 13 сотрудников и 76 учеников, проживающих в медресе, теперь обеспечены овощами минимум до весны. Я учился в этом медресе 3 года. Теперь на протяжении 2 лет я здесь работаю как билетмен, воспитатель. Вот. Хочу сказать огромное спасибо за помощь, то, что нам помогают люди разными способами, овощами, деньгами. Люди, которые помогают этому медресе, они делают очень большую работу, тем самым увеличивая свои хорошие деяния и увеличивая наше стремление к учебе. Помогает нам, я учусь здесь уже 3-й год, и эта помощь влияет на учебу, серьезно. Ну, когда узнаешь про таких людей, хочется быть как они, повторять за ними. По словам директора Азовского медресе Эмирасана Умерова, испокон веков представители крымско-татарского народа помогали медресе и духовным учреждениям, которые способствовали развитию. В свою очередь он также выразил благодарность меценатам за оказанную помощь. Испокон веков так завелось, и нас очень радует, что мы опять возвращаемся к этой нашей традиции.
что вновь появляются люди, от которых исходит желание помочь таким организациям, как наша медресе, для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие и религиозное, духовное, нравственное нашего народа. Мы очень этому рады и надеемся, что в дальнейшем это приобретет еще большие масштабы. Учебный год завершается, и учащиеся медресе собираются на зимние каникулы, после чего ребята вновь вернутся за парты. Сейчас здесь обучаются как мальчики, так и девочки. Медресе ежегодно выпускает порядка 20 учащихся. Сабрия Халиляева, Энвер Аблазиз, телеканал Миллет. Сегодня юристы Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым отправились в Первомайск. На консультацию к юристам записалось 15 человек. С какими вопросами обращались жители, узнаете в сюжете Гульнары Каримовой. Гражданство, справки о реабилитации, оформлении недвижимости, социальные выплаты – это вопросы, которые волнуют жителей Первомайского района. 70-летняя Разия Минасова семьей переехала в Крым в 1990 году. 10 лет назад ее муж и сын стали на очередь на получение участка. Но год назад супруг Разия Ханум скончался. Затем женщина потеряла и мать. По этой причине она пропустила собрание, на котором выдавали документы на участок. После общения с юристами Разия Ханум написала заявление на прием к председателю комитета, где она сможет лично рассказать о своей проблеме. У меня просьба, помогите мне и моему сыну. У меня 2 сына, у них нет жилья. У нас есть все документы, мы лишь хотим знать, когда у сына будет участок. Фатиме Низамеддинова переехала с семьей в Крым в 2008 году. Получила гражданство Украины после Российской Федерации. А ее муж в 2013 году получил вид на жительство. Однако гражданства у него до сих пор нет. В семье 2 ребенка. Старший в этом году заканчивает школу. Но паспорт Российской Федерации так и не получил. У него ни полиса нету, никак ни больница, никак не можем ответить. Никак больницу отвезем сколько раз, у него ни полиса нету. Везде это делать, я не знаю, куда обращаться уже. Поступать хочется тоже, вот выписку в этом году тоже не получает. Я не знаю, куда уже. Банкомат вызывали 2 раза, с метрком мы сходила, ответ нету. Они тоже говорят уже. А мне советовали, сказали, будут заявление пишите, чтобы посольство, может, как-то решаем вашу проблему. Консультация юристами Госкомнадзора дает надежду на то, что обратившиеся получат помощь и в кратчайшие сроки найдут решение проблем. Сегодня на очередном выездном приеме по оказанию бесплатной юридической помощи в Первомайском районе чаще всего звучали вопросы получения гражданства Российской Федерации, а также справок о реабилитации. Также были вопросы, касающиеся оформления земельных участков и получения земельных участков на так называемых полянах протеста. Гражданам были даны разъяснения согласно законодательству Республики Крым и законодательству Российской Федерации. Напомним, выездные юридические консультации проходят во всех районах Крыма. Регулярно на встрече проходят десятки граждан. Стоит отметить, что консультации юристов бесплатны. Гульнара Каримова, Алишер Алимов, телеканал Миллет. Попечительский совет футбольной команды «Кызылташ» провел итоговую пресс-конференцию. За 8 месяцев у команды были и победы, и поражения. Однако за такой короткий период времени команде удалось добиться хороших результатов. В истории крымского футбола «Кызылташ» – это первая крымско-татарская команда. Еще в начале мая в команде было всего 6 человек, сейчас 25. Причем в состав команды входят игроки разных национальностей, профессий, которых объединяет одно – стремление играть и побеждать. Председатель попечительского совета, депутат Государственной Думы Руслан Бальбек подчеркнул, что всегда готов принимать участие в решении проблем команды и, естественно, прилагать все усилия для того, чтобы она была гордостью Крыма и вышла на более высокие площадки. Но самое важное – создать необходимые условия для роста и развития команды «Кызылташ». Своей работой, своей волей к победе ребята доказали меньше, чем за год, что могут не только давать хорошую игру, позитивный результат, но и, естественно, умеют побеждать. Поэтому вот в перспективе на 2017 год планируем создать условия, при которых бы ни финансовая нагрузка, ни информационное сопровождение, ни брендирование уже в рамках всей Российской Федерации не было никаких на этом пути никаких преград, никаких препятствий. Председатель Бахчисарайского районного совета Рифат Дердаров рассказал, что футбольная команда «Кызылташ» полностью закреплена за Бахчисарайским стадионом. Вскоре стадион будут реконструировать, и после этого «Кызылташ» сможет проводить домашние матчи. Сегодня стадион, выделяются средства немалые, он сейчас уже реконструируется, да?
И я думаю, что вот именно с приходом команды Кызылташ Бахчисарайский стадион он больше оживет. Знаете, вот этот футбол, который они принесли, он действительно будет такой яркий. И я, насколько знаю, там много ребят играют из Бахчисарайского района и города Бахчисарая. Как сообщил президент клуба «Кызылташ» Альберт Куршутов, изначально это была ялтинская мини-футбольная команда. Впоследствии было принято решение переориентировать команду на большой футбол и пригласить в нее футболистов со всего полуострова. У нас нет задач искать игроков только крымстарской национальности. Да? Мы будем подходить с позиции самого подхода каждого игрока к идее этой команды и желанию играть с этой командой. Да? Те игроки, которых мы хотим сегодня привлечь, они в принципе по своему уровню и качеству это те люди, которые могут играть на самом высоком уровне. Всем представителям попечительского совета в ходе конференции были вручены благодарности и сертификаты. Генеральный директор телеканала «Миллет» Сейран Мамбетов отметил, что и в дальнейшем телеканал будет информировать все события футбольной команды «Кызылташ». «Кызылташ» – это молодая крымско-татарская команда. Мы хотели бы, чтобы эта команда была одной из лучших в Крыму, и надеемся, что она будет. Мы со своей стороны всегда будем ее поддерживать, будем освещать все ее матчи, и надеемся, что команда «Кызылташ» будет гордиться не только крымские татары, но и все крымчане. Предприниматель Эльдар Меметов рассказал, что на сегодняшний день уже есть определенный костяк предпринимателей, которые готовы помогать и поддерживать команду «Кызылташ». Наша задача сегодня сделать команду идеально слаженной, с хорошим составом, хорошо обеспеченными и транспортом, и одеждой, формой, полем. Вот, например, сегодня еще у них есть такой вопрос. Значит, у них есть поле, где они, так скажем, будут тренироваться. Там не хватает освещения. То есть вопросов на самом деле на данный момент много. Надеюсь, что мы их успешно разрешим. Президент футбольного клуба «Таврия» Сергей Бородкин один из тех, кто первым узнавал результаты каждой игры «Кызылташ». Он всегда поддерживает и делится своим опытом. Сергей Бородкин считает, что «Кызылташ» очень амбициозная команда, и впереди их ждет большой успех. Я думаю, что у команды большое будущее, тем более с таким амбициозным руководством. Я думаю, что в ближайшее время мы действительно увидим команду, наверное, скорее всего, в премьер-лиге Крымского футбольного союза. Первая крымско-татарская футбольная команда «Кызылташ» завершила первый тур чемпионата Крыма среди любительских команд и заняла 6-ю позицию в турнирной таблице. Теперь команда готовится ко второму кругу и планирует перейти в премьер-лигу Крыма. Султания Сидакаева, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». В Евпатории состоялся открытый турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти мастера спорта, судьи международной категории Рефика Мустафаева. За чемпионские звания в своих весовых категориях на ковре боролись более 130 спортсменов. На турнире побывал и наш корреспондент Мавиле Юб. Турнир, посвященный памяти судьи международной категории Рефика Мустафаева, собрал борцов из разных уголков Крыма. Рефик Мустафаев ушел из жизни в апреле этого года. Он многое сделал для развития вольной борьбы в Крыму, говорят его ученики. Как тренеру, я же говорю, он был и отцом мне, и тренером. Он в каких-то моментах был жесткий, в каких-то мягких. Всегда ободрял на соревнованиях, помогал, настраивал. Очень хороший человек. Более 130 участников из Евпатории, Красноперекопска, Алушты, Белогорска боролись за звание лучшего. Соревнование организовано с целью популяризации здорового образа жизни и выявления сильнейших спортсменов в определенной возрастной категории. В этом турнире собрались младшие юноши и старшие юноши. То есть вот эти три возраста, которые именно дают начало и развитие именно вот для этих ребят, как бы старт вот в этой жизни, например, говорится, первые соревнования для кого-то, как бы продолжение своего спортивного пути. Вся жизнь заключается в борьбе. Чтобы эта борьба происходила на борцовском ковре. Пришел, увидел, победил. На татами развернулась настоящая борьба за звание самого сильного. Ребята старались показать лучшую технику и приложить все усилия, чтобы достичь максимального результата. Одним из победителей стал 7-летний Мухаммед Усиинов. Он приехал из Симферополя. Вот уже 3 года Мухаммед занимается вольной борьбой. Я занимаюсь борьбой, мне очень нравится. Я еще не был на соревнованиях, я выиграл.
15 воспитанников Эльдара Асанова также приняли участие в турнире. 20 лет жизни Эльдарбей отдал вольной борьбе. Он мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы по вольной борьбе. А сегодня еще и успешный тренер. В борьбе познал, как говорится, все вот эти вот тонкости борьбы, да, все это знание овладел. И как бы, что хочу сказать, что теперь мы работаем здесь на благо нашей крымской школы борьбы. То есть я, как представитель, естественно, как тренер сейчас, хочу внести свой такой большой вклад в нашу вольную борьбу. В ходе проведенных боев были определены лучшие борцы в 20 весовых категориях. Победители были награждены кубками и денежными призами. Мавлея Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». Это были все новости на сегодня. С вами в студии работал Асан Абибулаев. До новых встреч в эфире.